Причиной крушения российского пассажирского самолета Airbus A321, упавшего на Синайском полуострове в Египте, является теракт. Об этом президенту России Владимиру Путину сегодня доложил глава ФСБ Александр Бортников. Причиной катастрофы стала самодельная бомба мощностью до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Эту новость прокомментировал и глава Чечни. Рамзан Кадыров заявил, что теракт с подрывом самолета еще раз доказал всему миру. И близкое государство представляет опасность не только для Сирии, но и всего мирового сообщества. Он также отметил, что однажды России уже удалось победить терроризм, и она сделает это снова. Чтобы остановить террористов, главам других государств необходимо поддержать борьбу с близким государством, которую ведет Владимир Путин, добавил Кадыров. В первую очередь это недоработка египетских спецслужб. А во-вторых, мы все должны летать, мы должны иметь друг с другом связь, и это самые необходимые транспортные сообщения. И если государство не будет обеспечить безопасность, то результат бывает сегодняшний. На самом деле это трагический момент, который мы все осуждаем. Наш президент, верховный главнокомандующий, возглавляя ту борьбу с террористическими организациями так называемых и близкого государства. И это было правильное и нужное для того, чтобы сохранить мир в мировом сообществе. Не только, в частности, нашего государства, Российской Федерации или там других определенных государств. Сегодня это есть сигнал для всех государств, в том числе и Запада Европы, что у этих шайтанов нет ничего святого. Не разделяют, что ты мусульманин и христианин. Они взрывают всех подряд. Как так можно убить детей, женщин, людей, которые ничем не занимаются, ничем не связаны с политикой, борьбой с международным терроризмом, взять и взорвать самолет? Это чудовищно. Всегда говорим и повторяем, что это не связано с религией ислам. Когда называют исламским государством, это оскорбляет всех мусульман. Это шайтаны, которые собрались против всего мирового человечества. И мы должны, в первую очередь, российский народ объединиться вокруг нашего президента, верховного главнокомандующего, и выполнять его все поставленные приказы, поручения для искоренения терроризма не только на территории России и в мире в целом, а тех людей, которые организовали, они находятся в Сирии, Ираке, это они все есть вместе взятые, поэтому их всех надо уничтожить. Только тогда мы почувствуем мир на нашей земле. А так, по отдельности кого-то уничтожить, это одного или другого, это не решение вопросов. Если есть угроза для безопасности государства, народа, то, как делает наш президент, надо бороться жестоко, не жестко, а жестоко. Если мы объединим все усилия, то можно быстрее. Если мы будем одиночку действовать, то мы в ближайшее время тоже все равно уничтожим, потому что это зло должно быть уничтожено. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит в своих словах, они будут появляться в определенное время, и они будут уничтожены. И поэтому сегодня пришло время уничтожить их в Сирии и Ираке. Мы уничтожили их на Кавказе, в частности, в Чеченской республике. Они были больше, чем там они сегодня на территории Чеченской республики. И именно благодаря правильной политике президента Владимира Путина и Ахмада Хаджи Кадырова на территории Чеченской республики воцарился мир и порядок. Руководитель мира держав, наш президент Владимир Путин довел, что это однозначная политика, что он это доведет до логического конца, чтобы они стали с ним рядом. А так мы приняли решение самое правильное. Народу сейчас Российской Федерации нужно бороться, не ждать выжидательной позиции, а бороться надо против этого. А как это будет? Будет как, если при любых обстоятельствах, информации, любое проявление сочувствующему их течению, надо обязательно докладывать участковой службе, милиции, полиции, спецслужбам. Нам всем надо бороться, чтобы у нас на территории Российской Федерации они не могли совершать террористические акты. Напомню, самолет, летевший в Санкт-Петербург из Египта, разбился 31 октября. В результате крушения погибли все 217 пассажиров и 7 членов экипажа.